Новый год – такое время, когда все становится похоже на сказку. Эти ребята это подтверждают. На большой сцене дворца Орджоникидзе новогодний концерт от ребят из школы-студии современного танца «Хочу танцевать». В студии танца «Реноме» и приглашенные друзья. Поддержать ребят пришли, конечно же, родители. Целое представление со сказочными героями развернулось на радость зрителей. Лиза, расскажи про ваш концерт. Мы выступаем многие танцы, там очень красивые костюмы, красивые движения, у меня замечательный учитель. Как долго вы готовились к концерту? Мы готовились 1 год, репетиций у нас было достаточно много. Обычный концерт превратился в новогоднюю сказку названием «Волшебная сила, искусство» или «Баба-Яга». Силой своего волшебного танца ребятам удалось убедить злого персонажа Бабу-Ягу, что никакая она не злая, просто одинокая бабушка, с которой никто не хочет дружить, кроме кота, и это и то под вопросом. Так что будьте добрее и танцуйте в любой непонятной ситуации. Расскажи про свой номер. В нашем номере девочки устроили вечеринку, было очень весело, они веселились и танцевали. Бывало ли такое, что ты забывал движение на сцене? У меня такого не было, но я знаю, что делать в таких случаях. Надо делать те движения, которые идут в эту музыку, и не показывать виду, что что-то произошло. Всего в сказочном действии участвует около сотни ребят, среди них есть и мальчишки, и девчонки, танцы в самом разном жанре. Уместить в одном шоу это ой как непросто, но организаторы постарались. Получился настоящий танцевальный спектакль. Уверен, вы многие такое еще не видели. Как и любая сказка, эта сказка имеет свой хэппи-энд. Здесь произойдет чудо, но какое, вы уже, наверное, догадались. Эмилий Браев и Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.